Посылом сегодняшней встречи стала фраза, которая может стать девизом любого начинания в сфере строительства и архитектуры – «Полюбите свой город». И это изречение можно применять и в масштабах республики. Главное – понять и прекратить застраивать страну, превращая ее в бетонные джунгли, не имеющие ни парковок, ни зеленой зоны, ни удобств. Кстати, о парковках. В законе прописано, что при строительстве гостиницы или отеля парковочные места рассчитываются, исходя из нормы 60 квадратных метров на место. Вот и получается, новые здания есть, а необходимой инфраструктуры нет. Но это не самая большая проблема сферы. В нашей стране до сих пор отсутствует градостроительный кодекс. И пока его нет, незаконные строения будут появляться. В документе, который парламент принял уже во втором чтении, как говорят специалисты, столько ошибок, что легче написать новый, чем исправлять нынешний. Вы знаете, несоответствие ошибок и вообще то, что он не подходит, я, когда писала, было толще, чем сам кодекс. Да. Они взяли, значит, Азербайджана кодекс, оставили преамбулы, убрали все статьи. И вот эти преамбулы, во-первых, без расшифровки, во-вторых, значит, Азербайджан это не Абхазия, это вообще другая структура государства. Незаконные строительства становятся бичом нашего времени, ведь, начиная возводить объекты в любом понравившемся месте, некоторые горе-бизнесмены не задумываются над тем, можно ли здесь строить вообще. О необходимости иметь разрешительные документы они чаще не вспоминают, считая это не столь важным. Каких-то рычагов воздействия, как оказалось, у архитекторов нет. И информация о том, что кто-то начал рыть траншею, заливает бетонную площадку или же возводит стену двухэтажного дома, самостоятельно прояснить они не в силах. Сухум большой, а сотрудников управления немного, в то время как строить нынче желает практически каждый второй житель столицы. Главное поймать начало. Если мы успеваем, у нас уже много, значит, в практике в нашей очень много объектов, где мы успели увидеть, что начали заливать фундамент, или же захват земельного участка, это заборы передвигают, у нас это очень любят. По Сухуму мы видим, что уменьшилось самовольное строительство. Это или экономические какие-то, видимо, вот у людей нет денег, или люди осознают, что это их город. Еще один метод, который позволит остановить самовольных строителей, это ужесточение выдачи градостроительных заключений. Тимур Зантария уверен, как только самовольное строительство перестанут узаконивать, ситуация кардинально изменится. Глава администрации потребовала от всех от нас ужесточить все методы выдачи градостроительных заключений. То есть мы всячески будем препятствовать тому, чтобы самовольное строительство было узаконено. Если застройщик, потенциальный застройщик изначально будет знать, что его объект никогда не узаконится, что с этим объектом нельзя будет сделать никакие правовые отношения, то есть заложить его, продать, подарить кому-то, даже вплоть до того, чтобы подключить к городским инженерным коммуникациям, тоже будут большие проблемы. Этот человек задумается над тем, стоит ли овчинка выделки. Пока в стране не появится орган, который будет заниматься сносом незаконно возведенных зданий, справиться с самовольным строительством, принимающим угрожающие масштабы, будет сложно, говорит Эсфирь Майтоп. Каждая стройка не просто должна иметь разрешительные документы, но и проходить под контролем архитекторов. Ну а если в придачу к столь необходимому закону появится еще и не менее важный генеральный план города, то пыл у тех, кто задумал строить где угодно, поубавится. Что касается вкусов и предпочтений архитектуры новых зданий, появившихся в столице за последние годы, то специалисты рекомендуют попридержать эмоции и взглянуть на них еще разок. Может, это сейчас нам кажется, что они уродливы и вычурны, а лет через 100 это здание станет архитектурным шедевром, как когда-то башня Эйфеля, без которой сегодня сложно представить себе Париж. Нис Фарш, Бабислан Джинджоли, Абхазское телевидение.